Исмагилов Загир Гарипович родился 8 января 1917 года в деревне Верхнесерменево Белорецкого района в семье лесоруба. С малых лет будущий композитор привык к тяжелому сельскому труду, находя отраду лишь в курае, играл на котором самозабвенно. Именно в юности сложился тот фундамент, на котором выросло творчество классика башкирской музыки, упорство, умение трудиться и народные мелодии. Как ни странно, но Загир Исмагилов мог и не стать великим композитором, чье имя гремело во всех уголках Советского Союза. Семья, в которой он рос, была большой, лишний род суровому отцу был не нужен. Нелюбимый сын был выгнан из дома. Загир давно ожидал такого оборота, поэтому без особого сожаления покинул родной аул. В попытках устроить свою судьбу он направился в Белорецк, где легко поступил в школу фабрично-заводского обучения. Появились угол, еда, но не возникло главного – желания учиться. Он был заводилой, бесстрашным и с внушительной физической силой. Мог верховодить бандой сверстников, которые, кстати, не оставляли попыток сделать его атаманом. Однако в этой среде он не прижился, предпочитая играть на курае и петь во весь голос любимые песни. 15-летний Загир подался в Инзер, где располагался лесотехнический техникум. Но проблемы с учебой продолжались и здесь. Скоро дела обстояли так, что учебное заведение пришлось покинуть. И снова Белорецк. Ни денег, ни документов. Однажды, услышав о приезде в городок Башкирского государственного академического театра драмы, Загир пришел к местному очагу культуры, на сцене которого артисты вовсю готовились к спектаклю. Среди них он случайно увидел старого знакомого, Арслана Мубарякова. Тот обрадовался встрече и предложил подменить внезапно заболевшего кураиста театра. Игра Загира понравилась всем, и он успешно влился в коллектив. Благодаря Арслану Мубарякову еще никому неизвестный Загир Исмагилов оказался в столице Башкортостана – Уфе. Очередной поворот в судьбе Загира наступил, когда его на улице остановил уже признанный тогда певец и композитор Газиз Аль-Мухаметов. Оказалось, тот запомнил игру Загира в театре и предложил выступать вместе. Будущему композитору Исмагилову едва стукнуло 18. Газиз Аль-Мухаметов обратил внимание на дарование Загира. Он посоветовал учиться, и не где-нибудь, а в Московской консерватории. Благодаря упорству парень почти год добивался внимания столичных педагогов. В 1938 году он стал студентом башкирской студии при Московской государственной консерватории имени Чайковского. 4 года башкир из глубинки постигал музыкальную грамоту, но вновь ему пришлось прервать учебу. Снова юный Загир Исмагилов оказался в Уфе. Свободно оперируя нотами, Загир заносит сочиненные песни в тетрадь, выступает с ними, и они приобретают широкую известность. Именно тогда родились самые первые его песни «Застольная», «Сынам Родины», «Дочь Урала». Загир Исмагилов был принят в Союз композиторов Башкирии. Он серьезно увлекся фольклором, начал собирать и обрабатывать музыкальное достояние народа для оркестрового исполнения. Тогда же рождается одна из самых знаменитых его песен «Шаймуратов генерал», написанная на слова Кадыра Даяна. Военная тематика оставила немалый след в творчестве Загира Исмагилова. Из-под его пера выходят песни «Генерал Белов», «Пайгужа», песни о Кусимове. А после песни «Лети мой гнедой» о композиторе Исмагилове заговорили по всей стране. Исключенный из студии талантливый композитор восстанавливается и продолжает учебу в Московской государственной консерватории. После завершения обучения в студии в 1948 году он поступает на композиторский факультет Московской консерватории по классу композиции. Он оканчивает это учебное заведение в 1954 году.
Самой серьезной победой еще вчера не знавшего нот самоучки кураиста стала опера о народном батыре «Салават Юлаев». Это его дипломная работа. Он закончил ее, будучи еще студентом консерватории. Опера «Салават Юлаев» сделала его знаменитым. Произведения композитора исполнялись в России, республиках Советского Союза и за рубежом. Постоянно издавались и записывались на грампластинках всесоюзной фирмы «Мелодия». Композитор внес значительный вклад в развитие жанра национальной хоровой кантаты, оратории, симфонической музыки. Им написано свыше 300 песен и романсов. Творчество он успешно сочетал с многогранной общественной деятельностью. Поистине великий труженик в искусстве Загир Гарипович горячо любим слушателями не одного поколения. Выдающийся советский композитор Тихон Николаевич Хренников как-то сказал: «Музыка Загира Исмагилова удивительно чистая и искренняя. Жаль, что музыкантов такого уровня, как он, было совсем немного. Его музыка напоминает мне природный родник, спускающийся с высоких горных склонов». Была,